Здравствуйте, в эфире студия телевидения Тува-24. Сегодня в эфире. Почему в Туве кражи домашнего скота становятся популярнее? Что думают жители Тувы о действии Министерства внутренних дел? Почему реализация федеральной программы «Земский доктор» не привлекает новых кадров? Также далее смотрите, как готовится к новому учебному году школьной образовательной организации столицы. И более подробно о деятельности Тувинского научного центра. Все это не только смотрите прямо сейчас. Стартовал федеральный проект «Земский учитель». Сегодня в Министерстве образования и науки Тувы состоялась встреча с учителями, которые подписали соглашение об участии в проекте. Более подробно смотрите далее. 23 педагога из Тувы подали заявки на участие в федеральном проекте. Цель проекта – дать сельским детям равный доступ к качественному образованию. Из федерального бюджета Республика Тува получила 23 миллиона рублей. Эти деньги пойдут учителям за переезд и работу в сельских школах. Каждому участнику достанется по 1 миллиону рублей. Очень большие ожидания от наших педагогов. Сейчас мы воочию их увидим. И, конечно же, скажем напутственные слова. И, конечно, неоднократно будем встречаться уже в школах, куда они поедут работать. И по возможности будем представлять их официально на августовском совещании работникам министерства этих школ. Согласно договору проекта «Земский учитель», педагоги обязаны отработать в школе не менее 5 лет. Школа должна быть сельской, а населенный пункт – до 50 тысяч человек. Айдын Хамушко – учитель физики и информатики. Он одним из первых заключил договор по проекту. В родном Агдову-Враке учительству Айдын отдал 9 лет своей жизни. Сейчас он едет в Чедыхольский район, село Чалкежик. Отметим, что в этом году в Кызыл поступило около 12 тонн учебников по всем предметам, которые распределят по образовательным учреждениям Тувы. Да, где-то они лежат на полках, а где-то их не хватает. А где именно это город Казань? Поэтому мы призываем всех директоров. У вас нет такого права требовать от родителей покупки этих учебников для того, чтобы они пользовались ими в школе. Родители имеют право, конечно же, для своего ребенка, для дома купить учебники. Тут никаких вопросов нет. В целом книг хватает на всех. Проблема только в том, что учебники неравномерно поступают в разные районы. Но и этот вопрос решается. Инна Клоян, Владимир Сюртук, Тува-24. 14 августа на 8-м километре Вавилинского затона принудительному сносу подверглись самострои на 43 земельных участках, которые мэрия города отнесла к самовольным постройкам. Самовольщики не только огородили участки и дома, но и зашли на территорию будущей школы и детского сада. Ситуация разбиралась наша съемочная группа. Хозяева снесенных строений утверждают, что купили земельные участки у председателей близлежащих дачных обществ. Но, как выяснилось, подтверждающих документов об этом у них нет. Согласно регламенту с июня этого года, их неоднократно предупреждали о добровольном демонтаже строений с муниципальной земли. Однако самовольщики предписания проигнорировали. Мы заранее предупреждали, чтобы добровольно снесли, демонтаж произвели и перенесли все эти постройки. Только вот с муниципальной земли, чтобы они убрали вот эти незаконные постройки. Но до сегодняшнего дня вот эти наши предупреждения, предостережения не были исполнены. И мы вот вынуждены были сегодня перегнать сюда тяжелую технику и производить вот такой демонтаж.
Напомним, что земельные участки, расположенные на Вавилинском затоне, с 2018 года переданы КЗЛу. Городские власти ведут работы по проектному планированию данных территорий. Определены участки, где будут возводиться социальные объекты – школа, детские сады и медицинские учреждения. На 8 километре на Вавилинском затоне был осуществлен гражданами самовольный захват земли, который предусматривает в будущем строительство детского сада и школы, который может снять социальную напряженность со школы на правом береге. Стать законным владельцем муниципальной земли в Кызыле гражданин может, если обратиться в Департамент земельных и имущественных отношений мэри Кызыла с заявлением, чего, кстати, не сделали хозяева снесенных домов. Почему некоторые участки застраивают в обход закона. С ней обращались, они со слов, как я понял, они общались с некоторыми председателями некоторых обществ, и через них, с их слов, я как понял, они у них приобретали эти земли. Ну, насчет этого мы проверку, анализ проводим сейчас, материалы собираем, и в конечном итоге должны сдать заключение соответствующие правоохранительные органы. Таким образом, демонтажу подвергли строения на 43 участках с заборами. Также планируется снести самовольно построенные дома. Жители предупреждают, необходимо собрать все документы и согласовать с органами местного самоуправления, чтобы в будущем не столкнуться с подобной проблемой. Бадмадаржа, Буяна Уюн, ТУА 24. 17 августа Верховный суд России вынес постановление признать движение АУЕ экстремистским и официально запретить на территории Российской Федерации пропаганду данного движения. О пагубном воздействии АУЕ на российскую молодежь говорят давно. Теперь публичная демонстрация принадлежности к АУЕ может караться административной или уголовной ответственностью. Криминальная субкультура АУЕ проникла во многие, в основном экономически неблагополучные регионы и глубоко укоренилась в молодежной среде. В большей степени движение активно распространяется в социальных сетях. АУЕ пропагандирует насилие, отрицание общепринятой морали и любых форм управления, также распространение борьбы с правоохранительными органами. Сама система движения АУЕ основана на криминальной экстремистской идеологии, представляет реальную угрозу жизни и здоровью граждан, обществу и государству. Наиболее подвержена подстрекательству в это криминальное движение подрастающее поколение, чья психика наиболее подвержена деструктивному влиянию. По данным Генпрокуратуры, у движения АУЕ в России больше сотни тысяч активистов, в основном подростки в возрасте 13-17 лет. Мотивы, которые привлекают молодежь движения АУЕ, различны. Одними движет пропаганда и блатная романтика, другими – страх и принуждение. Максимальное наказание за пропаганду экстремистского движения предусматривает до 12 лет лишения свободы и штраф до 700 тысяч рублей. Геран Сурол, Владимир Сюртук, Буян Мангуш, Айбин Кулар, ТУВА 24. В Туве сотрудниками полиции раскрыта кража скота, совершенная в крупном размере. В январе текущего года в дежурную часть межмуниципального отдела Тандинский обратилась 42-летняя жительница села Нарын Эрзинского района с заявлением о том, что еще в октябре прошлого года со свободного выпаса пропали 18 лошадей. Самостоятельные поиски не привели к положительным результатам. Тогда женщине пришлось обратиться за помощью к полицейским. Скот во все времена был лакомым кусочком для преступников. Полицейские отмечают, раскрытие преступлений, связанных с кражами скота, зачастую затрудняется тем, что владельцы скота обращаются в органы внутренних дел спустя несколько часов с момента совершения кражи, а чаще всего спустя несколько дней, а то и месяцев после проведения самостоятельного поиска, что сводит к нулю эффективность проводимых мероприятий. К примеру, в январе 2020 года поступило заявление о краже скота в крупном размере, которое было совершено еще в октябре 2019 года. В результате оперативно-розыскных мероприятий в Туве задержали группу мужчин из разных районов республики. Установлено, что преступники действовали по сговору. Подозреваемые выследили пасущийся без присмотра скот и перегнали табун на чабанскую стоянку одного из задержанных. Прибыв на обозначенное место, злоумышленники периодически с момента хищения до конца декабря 2019 года забивали животных и сбывали туши своим знакомым. В ходе проведения следственных действий оставшихся от похищенного табуна 4 жеребцов сотрудники полиции изъяли и передали заявительнице. По факту кражи 18 лошадей из территории Сумона Нарын Эрзинского района Республики Тува сумма ущерба составляет около 300 тысяч рублей. Тем самым потерпевшим причинен крупный ущерб. По данному делу обвиняется группа лиц, состоящая из 15 жителей из разных районов Республики Тува. В отношении 2 ранее судимых лидеров группы избрано меры пресечения в виде заключения под стражу.
В отношении 13 лиц из районов Тесхемского, Пайдагинского, Барухемтийского, Пихемского и города Кызыла дана юридическая оценка и выделено в отдельное производство. В настоящее время расследование уголовного дела окончено и направлено в суд. В отношении 2 ранее судимых лидеров группы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Собранные материалы дела в отношении остальных лиц выделено в отдельное производство. А это уже другая история. Бадмадаржа, Айдын Кулар, ТУА-24. В Дзунхемчикском районе местный житель воплотил свою давнюю мечту, и теперь в Чадане действует мини-завод по производству бетонных изделий. Наша съемочная группа побывала в гостях у местного предпринимателя Кудейра Килик. Кудейр Килик – участник губернаторского проекта «Одно село, один продукт». Идея создания бетонного завода возникла в 2010 году, когда в Абакане Кудейр увидел местное бетонное производство для строительства и сразу же загорелся желанием открыть подобное предприятие на своей малой родине. Наконец, в 2012 году Кудейр открывает свой первый мини-бизнес. Сначала начали выпускать брусчатку, после 2 лет уже бетонные блоки. С каждым годом количество производимого бетонного материала увеличивалось. И в 2018 году, после приобретения необходимой техники, Чаданский бетонный завод уже начал выпускать строительные изделия из прочного материала марки «Кондор». Стоит отметить, что Кудейр Килик – самоучка. До открытия бетонного завода был безработным. Абаканга биринде производственный бир базага кирергеш. О жагахан көрө сонорга бергендирбек кийдирбейин да. Жоло оны өтүнүп хаңсаноктарны кодун кылып чыйлап жаар эгелей берген жөн. Күрнеден теткинже жогум алгандан ал жерге 2010 жылда айыл жоктардан айыл жоктарга тургусун алгаш бир ажылжың кийип алгаш. Жанам 110 ий жорбе ашка жейинден. Деп чагыларым по куру жуна жомда өрө аптырар сүткөл жуун. Öbür koyun değiş bacağın kencik yaralılardır. Çağıldan bazı çağıyla. Ampo yerde de bazı 4 güzel de biz. Bazı hokjuyur, ulaştır sorulgalar bazı planar var. Biçilip çağırtığı jellejeler bilen küysediğin yanında. Sayzıradığın yanında. На сегодняшний день цех по производству бетонно-строительных материалов выпускает шлакоблоки, бетонные кольца, брусчатку, декоративные бетонные заборы и многое другое. Благодаря инициативе местного жителя потихоньку преображается не только столица Дзунхемчикского района. Предприниматель старается охватить и модернизировать достопримечательности и проезжие части всех близлежащих районов. Киран Сурол, Артыш-Бартан, Беликий Кулар, ТУА-24, Дзунхемчикский район. С 10 августа по 4 сентября с целью получения информации, отражающей мнение населения о деятельности органов внутренних дел, в Туве проводится опрос общественного мнения. Почему нужно участвовать в опросе, узнавала наша съемочная группа. Если вы недовольны и у вас есть претензии к деятельности сотрудников полиции, то вы смело можете участвовать в анкетировании. Жителям республики предлагается ответить на ряд вопросов для последующего обобщения и анализа полученных результатов. Отметим, что опрос проводится анонимно. Это уже не первый опрос, такое уже было 2 года назад. Потом эти все сведения обрабатываются, вот все заполненные нами анкеты, они будут обработаны. И центральные органы полиции, там где-нибудь в Москве или где они находятся, они дадут уже полную информацию по всей России, как в целом по России люди относятся к полиции. И на основании этих данных уже будут даны рекомендации для каждого региона отдельно. Сотрудники МВД просят жителей республики активно принять участие в анкетировании в целях улучшения эффективности деятельности полиции. Также анкетный опрос можно пройти на официальном сайте МВД по республике Тыва в подразделе «Опрос общественного мнения» раздела «Для граждан». Бадмадаржа, Айдын Кулар, ТУА-24. На сегодня Тувинский научный центр – единственное региональное научное учреждение, приоритетным направлением которого является проведение комплексных, фундаментальных и прикладных исследований в области наук о жизни и земле региона. О деятельности Тувинского научного центра узнала наша съемочная группа. В Туве зафиксировано более 2000 видов растений. Тувинский научный центр совместно с приглашенными учеными Новосибирска выехали на экспедицию на Тапцинский и Андумский заказники, где было выявлено более 500 видов сосудистых растений, из которых 10 являются совершенно новыми видами. Уже существующие науки, но они являются чужеродными для территории Тувы. То есть они имеют
они имеют различного рода характер, и они могут быть перевезены человеком, случайно попавшиеся через автомобильный транспорт, а также привезенные через птиц, то есть животными. Как отметили ученые, почвы территорий, которые используются в хозяйстве и населенных пунктов, оценивается как удовлетворительно. Здесь основными проблемами считается загрязнение почв химическими компонентами. Это свалки, в которых мусор не сортируется, хранилище топлива, мусор, который выбрасывается в никуда. Тем самым в почву попадают загрязняющие компоненты. Затем попадают в грунтовые воды, что в последующем повлияет на качество воды. Поэтому ученые призывают бережно относиться к экологии. Всеми любимое рациональное использование – это комплекс мероприятий по охране почв, предотвращению ветровой эрозии, регулирование сельскохозяйственной деятельности, организация свалок. Есть специальные методы, которые позволяют избежать загрязнения почв при организации свалок. Ну и, в общем-то, это основное. Ну и в первую очередь это ответственное отношение, стараться не загрязнять, не выбрасывать мусор, где попало. И прежде всего это начинается с каждого жителя. Также ученые исследовали водоемы охраняемых природных территорий, то есть заказников, где в труднодоступных таежных местах вода чистая, а вблизи населенных пунктов зафиксировано загрязнение воды. Они нам невидимы, эти процессы, но мы по тем или иным критериям, которые мы выделяем, мы можем судить о тех процессах, которые там происходят. И это очень-очень важно. И сейчас сказать, что действительно эти водоемы находятся в хорошем состоянии, там, где не затронуты. Допустим, если идет у нас, к примеру взять, если у нас идет водоем вдоль дороги, проезжающие машины, уже сразу все уже видно по состоянию. То есть там идет уже, конечно, там выбросы и выхлопных газов, там и пыли, это, значит, это осадки, это плюс еще выхлопные газы, поскольку они всегда идут, загрязнение, вероятно, тяжелыми металлами, судя по состоянию организмов. Вот это можем сказать четко. В Тувинском научном центре всего работают 25 человек. Из них 5 доктора и 4 кандидата наук. В 2020 году очень важным является участие в конкурсе, представленном Министерством природных ресурсов и экологии Республики Тыва. В этом конкурсе мы приняли участие и выиграли. Тематика нашего конкурса – это изучение экологического состояния особо охраняемых природных территорий на территории Республики Тыва. Для выполнения большой, огромной работы Тувинский научный центр пригласил научных сотрудников из 3 федеральных научных учреждений Сибирского отделения Российской академии наук. Очень приятно, что наши коллеги отозвались и присоединились к нам. И в настоящее время по выполнению данного задания принимают участие 26 научных сотрудников. Основной состав, конечно, он представлен Тувинским научным центром. Главная задача – это инвентаризация, мониторинг растительного, животного мира, изучение почвенного покрова и водных объектов. По итогам исследования особо охраняемых природных территорий будут презентованы книги при поддержке Министерства образования и науки Тувы про животный мир, разнообразие растений и почвенных покровов республики школьникам и студентам, чтобы они... В связи с ежедневным ростом преступлений, связанных с хищением денежных средств граждан, совершаемых различными мошенническими путями, сотрудниками МВД по Туве была организована акция «Внимание, мошенники». Только за первое полугодие 2020 года было выявлено 134 факта хищения денежных средств с банковской карты с использованием средств мобильной связи. В 63 случаях злоумышленники украли деньги под видом сотрудников банка, а также 92 факта перевода потерпевшими денежных средств с банковской карты при покупке товаров в сети интернет. В целях профилактики получается потому что там, а теперь в основном более подвержены данному мошенничеству люди за 50 и пожилого возраста. Как показывает практика, зачастую жертвами мошенников становятся граждане преклонного возраста, ведь они наиболее доверчивы и восприимчивы, чем в свою очередь пользуются злоумышленники, отлично разбирающиеся в психологии потенциальных жертв. В связи с этим призываем граждан быть бдительными и предупреждаем, что не следует давать свои банковские данные и реквизиты незнакомым лицам посредством сотовой связи. Подобная акция будет проводиться довольно часто.
Сотрудники МВД призывают граждан быть бдительными, не сообщать свои персональные данные и реквизиты банковских карт неизвестным лицам, даже если они представляются сотрудниками банковских организаций. А в случае, если вы пострадали от рук мошенников, то незамедлительно сообщите в полицию. Бадмадаржа, Айдын Кулар, ТУА-24. На этом у меня все. Следите за нашими новостями в социальных сетях. До встречи в эфире. Здравствуйте, дорогие наши телезрители! Мы открываем новую рубрику «Прогноз погоды» на телеканале ТУВА-24. И с вами я, Айдана Хавалык. Итак, погода на 20 августа. В Агдовураке ясно, без осадков. Температура днем плюс 24 градуса, ночью плюс 12. В Чадане переменная облачность, небольшой дождь. Температура днем плюс 24, ночью плюс 12. В Шаганаре плюс 25 градусов, ночью плюс 13. В Туране малооблачно, ожидаются осадки. Днем плюс 24, ночью плюс 10. В Сарыксепе переменная облачность, без осадков. Температура днем плюс 26, ночью плюс 12. В Эрзине также малооблачно, без осадков, возможно гроза. Температура воздуха днем плюс 24, ночью плюс 12. В Торахиме ясно, без осадков. Днем плюс 24, ночью плюс 10. В Чаахоле аналогичная погода. Днем плюс 24, ночью плюс 12. Отличная погода для тех, кто собирается на озера. В Самогалтае переменная облачность, небольшой дождь. Днем плюс 22, ночью плюс 12. В Тейле также переменная облачность, небольшой дождь. Гроза. Температура воздуха днем плюс 23, ночью плюс 11. В Кызыле ясно, без осадков. Температура днем плюс 25, плюс 27, ночью плюс 12, плюс 14. Берегите себя и оставайтесь с нами, ведь не бывает плохой погоды, а есть только разновидности хорошей.